Друзья, сегодня 7 мая. Я вас приветствую, поздравляю всех с праздниками, с прошедшими праздниками, наступающими, с великим днем 9 мая. Это огромный большой праздник для нашей страны, для всех братских народов, кто бы как ни считал. И наступает и для меня день X, можно, наверное, так сказать. Сбытие мечт происходит постепенно. Я говорю про свой фильм, я думаю, многие догадались, кто ждет. Наконец-то принято решение завтра, 8 мая, выпускать уже полную версию на YouTube в общий доступ. И, соответственно, немножко хочу рассказать, как прошел прокат, а он прошел очень успешно. Я вот сейчас вспоминаю, вот год назад мне не верилось, что я вообще смогу закончить этот фильм. Я еще был в процессе, помню. И говорили, да какой тебе кинотеатр, там, это ты не сможешь. Ну, многие так вот приземляли, критиковали, но тем не менее мечта у меня была. Мечта сделать хороший фильм, мечта попасть в кинотеатр с ним, с этим фильмом. И вот мечта моя сбылась. И просто это что-то невероятное. Спустя год, получается, после завершения производства практически, потому что закончил я такую базовую версию еще в апреле 23 года. Ну вот, доработки, я вот до сих пор сегодня сижу третий день, там все там где-то поинтереснее делаю, там немножко звук надо для ютуба откорректировать. Ну, в общем, работа идет постоянная. И вот когда вот пытались мы попасть в кинотеатр, нам пророчили, что если и возьмут, то максимум неделю, потому что документальные фильмы, они, в принципе, ну, такие, как бы не очень успешные в кинотеатрах. Но наш фильм продержался месяц и 1 неделю. На месяц больше прогнозов получается, это очень здорово, и все это благодаря нашим зрителям, тем, кто ходил в кинотеатры. Я хочу сказать огромное спасибо. У меня была традиция посещать многие сеансы, я ходил либо в начале, приходил либо в конце. Очень приятно было, особенно в конце, видеть, слышать восторженные отзывы зрителей о фильме. И действительно, только тогда я понял, что у меня удалось, получилась хорошая работа, которая, конечно же, на вкус и цвет товарища нет, не зря так говорится, кому-то он может не очень понравиться, но так как многим людям он понравился, и все получили какие-то невероятные теплые эмоции после просмотра, то я надеюсь и вам, тем, кто еще не видел фильм, также будет очень здорово посмотреть его уже на своих больших экранах. Рекомендую лучше на телевизоре, либо на каком-то мониторе, не на телефоне, потому что все-таки пейзажи тут просто невероятные. Так что, друзья, верьте в свои мечты, мечты сбываются. Хотя постоянно сложно поверить в новые мечты. Я вот сейчас даже вот в сегодняшнем состоянии, я не думал, что я сделаю фильм, не думал, что с ним попаду в кинотеатр. И сейчас мне, опять же, следующая мечта, можно сказать, чтобы он получил уже хороший, большой успех уже в сети интернет, уже на весь мир, да, чтобы его увидело как можно больше людей. И тоже кажется, что вот уже, наверное, сегодня мои сюжеты набирают не так много просмотров, там 2-3 тысячи, тем более двухчасовой фильм, конечно же, вообще будет сложнее, чтобы его много людей посмотрело. Но, тем не менее, надо постараться, и тут у меня, опять же, просьба к вам, кто болеет за наше дело и хочет, чтобы действительно фильм получил какую-то достойную популярность, ну, просьба поддержать. То есть он завтра я его выпускаю 8 мая в 20:00, скорее всего так по времени, если меня ничто тут не задержит с технической точки зрения. И я понимаю, что, конечно, не каждый сможет посмотреть конкретно завтра, там, да, в 8 вечера, там, тем более целый фильм, да, это обычно планируется выделить вечер. Но кто сможет завтра вечером посмотреть сразу же весь фильм, да, это будет очень здорово. Ну, для алгоритмов Ютуба лайки, комментарии. Это все нужно, чтобы YouTube подхватил это наш фильм и стал рекомендовать людям, которые нас не знают, меня не знают. Поэтому вот прошу вашей поддержки, она мне очень сегодня нужна, и тогда вы сможете стать частью реализации моей новой мечты, популяризации фильма уже в сети интернет. Ну и также, конечно, приятно будет почитать ваши комментарии уже после просмотра фильма, отзывы. Естественно, мне как автору это самая большая награда, я всегда это говорю. Слушать, либо читать какие-то хорошие позитивные отзывы людей о своем творчестве. И действительно, это самая ценная награда, да, потому что вот когда я сейчас выходил из кинотеатров, я понял, что у меня фильм удался только сейчас, спустя год, когда статистически понял, что многим людям он нравится. А сам ты критикуешь постоянно свое дело. Видно, что ты делал это так, ну, то, что тебе нравится, то, что ты любишь, поэтому там все было с душой.
интересно, держала прям во внимании весь фильм. Очень позитивно, потому что даже весь зал посмеялся в голос, да, вот там несколько раз. Мне очень понравилось. Я хочу, когда вырасту, поехать туда, к медведю. Фильм документальный, несмотря на это, 2 часа смотрелось на одном дыхании, как будто это художественный блокбастер. И, ну, наверное, рекомендую всем тем, кто хочет, кто любит приключения, кто хочет путешествовать, кто не боится экстрима. Молодец, приключения за эмоции, которые вызывали и улыбку, и смех, и слезы. Точнее, не слезы, а мокрые, наверное, глаза. Ну и за мурашки по телу. С первой минуты чувствуется, что человек, который снимал, не просто так его снимет, потому что чувствуется любовь к родине. И я бы, если бы не знала, что это вы, я бы подумала, что это человек, который вырос в Якутии, жил в Якутии. И жил с людьми, которые в Якутии выросли и живут. Про смелость и про любовь. Главное про любовь. Про любовь к своей родине, про любовь к своим близким. Там оно прямо так сквозь прослеживается, вот эта любовь к близким. Да, если вам фильм понравится, то, пожалуйста, поделитесь со своими друзьями, родными, близкими, чтобы они тоже смогли получить те эмоции, которые, я надеюсь, вы получите в процессе просмотра. Я вкладывал души в этот фильм, и что-то через экран хотел теплое передать такое. Ну, я думаю, тут я не могу словами это писать. Я думаю, что вы поймете это после просмотра, что я хотел донести по своим ощущениям внутри. Так что, друзья, не буду долго разглагольствовать. Ждем завтра фильм уже в сети. И желаем ему успеха. Вам тоже всем успехов. Всем своих мечт, реализации мечт. И хороших выходных с праздником. И счастья всем в жизни, всему миру. Давайте, счастливо. На данный момент, в отличие от Нижнеянска, когда все хворали, надеюсь, адаптировались, готовы дальше ехать. Так что налегайте на пищу и стартанем. Ну что, вы готовы отправиться в это опасное приключение вместе с нами? Ощутить те эмоции, что чувствовали мы на протяжении всего времени пребывания в этих далеких и неизведанных землях. Это будет просто то, чего мы ждали эти 2 года всей командой. Тогда вперед! Это будет незабываемое путешествие. Мишка. На ваших глазах я вступаю впервые на такие далекие арктические земли. Небольшая паника. Давайте, толкайте лодку, я крайний.